Ассаламу алейкум! Приветствую зрителей программы «Неделя». Мы расскажем о самых важных событиях за минувшие 7 дней. Они – главная движущая сила общества. Глава Чеченской Республики принял участие в мероприятии в честь Дня молодежи России и поздравил виновников торжества. Новая жемчужина столицы. В Грозном завершается строительство мечети на площади Минутка. Палестинские беженцы в Чеченской Республике получили собственные дома. Фонд Кадырова возвел для них целый коттеджный поселок. Вот я даже не верю. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдуллаев. Оғбусул динна уггурдох қодол ун милодек духа. Я эрмлой бәтсүш, ежүкте бәтсүш. Оғбусул дин уггурдох қодолу ун худоған әлчі. Оғбусул дин дәймін шәшхилш дин дүйінде оғбусул дин 15 берш bu. 3 milиш boğan әлчі. 3 bolç metta. Busул днахын буахам хилибем, busул днеғ ци айнибем, busул днеғ дағуәттен бол куагу. Бежнибем меттік сығыл. 3 milиш boğan әлчі. 3 вахабистиш, bu xavarиш, ol царық қиыл, цері шүцер. 30 zulmեղ, 35-нեղ, еған замнեղ, вейн тағана хиғар цығыл, вейқаны ирсқидят. Вези сила олш дәл дабоғылыш. Цер питан дадоғыл, цер зулум дадоғыл. والله ده حوصل شو إراكي ده حوصل شو ليبي ده حوصل شو سيري ده حوصل شو ملوخ بالموك حلاش إبيش بالموك إيكونوميتشسكي أغور دين أغور علم أغور أتون بوجر بحن ميشر حدوغش دو حوص ديلدش وين مخك خلدو بيتنش ميشر حديلو وين خيئش цергар حدوغش دو. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. В Чеченской Республике отметили День молодежи России. Во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева в честь праздника прошло торжественное мероприятие. Поздравил виновников торжества глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Он отметил высокую роль молодежи в жизни страны. направление курить получаешь курс баловать на шоу баловать на больше через дон патриотически отдать баловать гигина будазон там балова меткюч бацлон там балова меткюч шуат меткюдазон шавик из хакам вала шудазон так балава балова яшак гейчи дона балова перспектив юристик дон. Глава Чеченской Республики наградил сотрудников Министерства молодежи и представителей молодежных организаций почетными грамотами и благодарственными письмами. Закончилась встреча концертом, на котором звезды чеченской эстрады исполнили патриотические композиции. Мечеть на 5000 человек строится в Грозном в районе площади Минутка. Проверил строительство глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Он остался доволен проделанной работой. Новая святыня будет названа именем Дауда Хаджи Мусаева. В инспекции главу региона сопровождает его помощник и куратор строительства мечети в Чеченской Республике Амруди Эдельгириев. Святыня возводится в Байсангуровском районе Грозного и будет вмещать до 5000 человек. Глава региона поинтересовался наличием необходимых материалов, а также оценил масштаб проделанной работы.
Дизайн разработан по архитектурному стилю мечети «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Новая же святыня будет названа в честь религиозного деятеля Дауда Хаджи Мусаева. Профинансировал строительство мечети региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Более 5000 человек المسجد آخر دوست کی اوغال عقی مسجد مسجد دو دقیقه شهر واس دان ولش طبیعتش بو الحمدلله دو بوا بچند دان شیخن دایره دو دول بانش کیلوش دو دال هوای پاچ دازا دول المسجد دان دال شهر والجماعه شلات دول المسجد شو دان. Строительство мечети началось 4 года назад, работы перешли на финальную стадию. Специалисты завершают внешнюю отделку и занимаются внутренним убранством святыни. стиль, самаркандский стиль, турецкий стиль, совместно На сегодняшний день в Чеченской Республике функционирует 1455 мечетей, и их количество растет едва ли не каждый день. Халима Шахидова, Юсуп Эжиев, Ибрагим Батаев. Неделя. В Гудермесе после реконструкции открыли республиканский спортивный клуб «Ахмат». Мероприятие посетил глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Он отметил историческую значимость объекта, так как в этом здании начинал свой путь по возрождению Чеченской Республики первый президент Ахмат Хаджи Кадыров. Сюжет Халимат Шахидовой. Спорткомплекс «Ахмат» имеет богатую историю. Первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров начал работу именно здесь. Рамзан Хаджи Кадыров посетил торжественную церемонию открытия вместе с министром Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахматом Кадыровым, генеральным директором Республиканского спортивного клуба «Ахмат», президентом Федерации бокса региона Али Кадыровым и многочисленными соратниками. За время своей работы РСК «Ахмат» стал настоящей школой для многих талантливых спортсменов, благодаря поддержке и вниманию, которые оказывают клубу и нашим спортсменам Рамзан Ахматович Кадыров. Они достигли немалых успехов и стали победителями и призерами различных всероссийских и международных турниров. Некоторые из них участвуют в профессиональных боях по боксу и имеют за своими плечами мировые титулы. От имени всей команды спортивного клуба я хочу выразить огромную благодарность Рамзану Ахматовичу Кадырову за его всестороннюю поддержку и внимание к нашему клубу и спортсменам. Мы готовы продолжать работать на благо нашей республики и страны, чтобы достигать новых высот в спорте и в жизни. РСК «Ахмат» открылся еще в 2002 году. За это время клуб подготовил множество профессиональных спортсменов и победителей престижных соревнований. Сейчас, после генеральной реконструкции, для спортсменов есть все необходимые условия. Сегодня для нас в обновленном виде свои двери открывает легендарный республиканский спортивный клуб «Ахмат», который является кузницей чемпионов и именитых спортсменов. В первую очередь хотелось бы поблагодарить главу Чеченской Республики и Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова за все, что он делает для развития спорта и физической культуры в регионе. Без его усилий и всестороннего внимания все это было бы невозможным. В период восстановления республики многие значимые мероприятия проходили именно в этом здании. Тренировался здесь и глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Исторический метгер, пока дохожит мой необулочен, амалаж глава республики Вочина, Окаева. Я беломет, хармет хока, бош был тренер региона, колючий проволок, десен хоп, штасвоч, савоч. Хармет залчил военный шарабят, хала универмагхил метигери и чуат ца улевач вазер, хичрит военный шарабят, хичнох офисин хона залин федерация бокса ал дадулдела хона хозал из офиса республиканский международный спортивный политический культурный мероприятия санхайна хилдон метигюар вой киметиген язер окавина ар жемчужинюар метгвостон да Эшершостон город Гудермес город чудес мост хилметигюар да ока хиллашгичнон уесан лет 25 земли сюда, дерез Хамадарна Хармет, Селякан, Тайн, Кетчен, доку спортивный объект Шуэдон, Келлеш объект Шуин объект Шу, и все-таки Хокякач,
все равно бывает всякие парол, он дальше духилхан, локур, арахвиш, хокадон, бирштон, тренокшиш, биршхиявиш, тяцинак, тренокшиш, хандая хазар, дерез хунока, биршкин был тренершин. После официальной части проводит церемонию награждения. Глава региона лично передает награды. Тренеру клуба Шамилю Бацагову по указу президента страны присвоили звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Указом президента Российской Федерации за вклад в развитие физической культуры и спорта многолетнюю добросовестную работу присваивается почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» Бацагову Шамилю Вахаевичу, тренеру-преподавателю Государственного автономного учреждения Республиканский центр спортивной подготовки имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова. Высшей наградой Чеченской Республики орденом Кадырова награжден и тренер по тяжелой атлетике Омар Абдулвадудов. Он был одним из первых на пути возрождения спорта в Чеченской Республике. Указом главы Чеченской Республики за личные заслуги, связанные с развитием физической культуры и спорта, многолетнюю безупречную работу награждается орденом Кадырова Абдулвадудов Омар, директор Государственного автономного учреждения спортивно-оздоровительный центр «Ахмат». Деврезгил пачандойона цалик цастаг войнохчичо хацажимма шембал дахимшхим волтаг тергоцевеш савитнацу. Тахан эснег магре сохотварна дели элчи устаз резгилсуна. Так сюэци сабяхкина 40 лет спорте авусо хозалчо авусо сюэци уллехитин хабяхкин дукка нахила. Инах бас хартахан соодерже кочурвасер хосоуте кочурат. Звание «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики» удостоен Умар Али Кукаев. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики» Кукаеву Умар Али Беляловичу, заместителю директора Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова передал 2 миллиона рублей чемпиону Европы по боксу Тархану Идигову. Региональным общественным фондом имени Героя Российской Федерации Ахмата Кадырова выделено 2 миллиона рублей Идигову Тархану Лимаевичу, чемпиону Европы по боксу. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Красную ленту торжественно разрезал глава региона вместе с сыновьями. Главе республики проводят экскурсию по обновленному спорткомплексу и подробно рассказывают о всех изменениях. Юные боксеры демонстрируют уровень спортивной подготовки на новом боксерском ринге. Onde o outro? Vamos voltar. Mas ele dá que não. Entre qual deixa? Maşallah. Ne de doşluyor. Gayta da time gayta bu iş oldu. Atal. Avatal. Mama avatal da yurt bir tane pare. Также глава региона пообщался с тяжелоатлетами, среди них и призер Олимпийских игр Апти Алхадов.
Рамзан Хаджикадыров оценивает новое футбольное поле. Юные спортсмены проводят дружеский матч. Салам алейкум. Давай сюда, что кто? Что дождь ты даже. Далее главе республики уличные гимнасты демонстрируют свои способности и знакомят главу региона с видом спорта, который в последнее время набирает популярность. В частности, хочу сказать насчет этого обновленного спортивного комплекса, что тут не только внутренне все обустроено, но и на улице. Мы видим тут, в частности, где мы находимся, уличную площадку. Очень удобная, кстати, мы тут уже проверили ее. Спорткомплекс, который посещали гости мирового уровня, теперь стал еще лучше. Он не только хранит историю, но готов творить новую. Халимат Шахидова, Имам Юсупов, Аслан Висхаев. Неделя. Глава региона проверил ход уборочной кампании зерновых культур на полях Грозненского района. Вице-премьер правительства, министр сельского хозяйства Висхан Мацуев рассказал об урожайности пшеницы в этом году. Все работы идут по плану. Проблем с техникой и специалистами нет, подчеркнул он. Ориентировочно 40 центнеров давала. Перевой в прошлом году 28 мер. Где-то за 400 валовый сбор общего урожая. Четвертый класс. Мула. Это 10 тонн. Когда мир, когда алшер, мухулаж. Рамзан Хаджикадыров лично проверил работу новой техники, которая используется для сбора урожая. Он остался доволен результатами, отметив высокую производительность и качество работы. В Грозном отметили 20-ю годовщину образования Управления делами главы и правительства Чеченской Республики. Торжество посетил глава региона Рамзан Хаджикадыров. Он поздравил работников управления с юбилеем и выразил благодарность за их плодотворную работу. شو داره شو نیت خونه لویل داره شدید و شدید حالیت ویل گوش بوش والوال شو میچادو تصاحوش دویش شغل علب گوشو داره سامالی کسند نعدو شو داز داره شو دوچ مدیست ویل تو داره شو مصووچ ونالر دویل داره دی عبیرتی ویل و مسیر داره تو بود شد. В ходе мероприятия Рамзан Хаджикадыров вручил высшую награду Чеченской Республики орден Кадырова управляющему делами главы правительства Султану Микиеву, советнику главы региона Бекхану Адузову и заместителю начальника учреждения «Центр питания» Зареме Тимаевой. Ряду отличившихся работников управления также вручены республиканские награды, благодарственные письма и почетные грамоты главы Чеченской Республики. Указом главы Чеченской Республики за безупречную добросовестную работу, высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей и в связи с 20-й годовщиной со дня образования Управления делами главы и правительства Чеченской Республики награждаются орденом Кадырова Микиев Салман Вахаевич,
управляющий делами главы и правительства Чеченской Республики. Адузов Бекхан Абуязитович, советник главы Чеченской Республики. Тимаева Зарема Исаевна, заместитель начальника учреждения Государственного казенного учреждения «Центр питания». Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова отметил 20-летие со дня создания. В честь этого в Чеченской Республике прошли масштабные мероприятия. Одно из таких – вручение домов для палестинских беженцев. В новом месте есть все условия. Это и школа, детский сад, спортивные площадки. Сюжет Халимат Шахидовой. Открытие домов для вынужденных переселенцев из Палестины проходит в торжественной обстановке. Начинает церемонию заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог региона Иса Тумхаджиев с приветственным адресом главы региона Рамзана Хаджи Кадырова. Я воздаю хвалу Всевышнему за то, что мы смогли принять вас и разделить с вами эту беду. Здесь, в России, вы в безопасности. Многие из вас уже учатся и работают. Очень рад, что на чеченском земле вы обрели второй дом. Я хочу высказать глубокую признательность президенту страны Владимиру Владимировичу Путину за его поддержку многострадального народа Газы и эвакуации беженцев. Глава региона Рамзан Хаджи Кадыров с первых дней оказывает помощь жителям Газы. Фонд имени Ахмада Хаджи Кадырова регулярно поддерживает палестинский народ. Об этом в своем выступлении рассказал помощник главы региона, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Дорогие друзья, приветствую всех на этом беспрецедентном мероприятии по открытию этого великолепного поселка для вынужденных переселенцев из Палестины. В первую очередь хочу поздравить президента регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова, уважаемую Имани Несиевну, главу республики Рамзана Мача, всех жителей республики с 20-летним юбилеем нашего под документом регионального по роду деятельности уже давно международного фонда имени нашего первого президента. Я хочу сказать, что жители республики сегодня вправе гордиться той помощью, той поддержкой, которую глава республики Рамзан Мач оказывает народу Газы и народу Палестины. Эта поддержка, она продолжается с первых дней кровопролитного конфликта, начиная с самого начального этапа. Палестинские дети подготовили для гостей выступления традиционные песни, танцы и стихи. После выступления детям вручили подарки. Мы, дети Палестины. Здесь слышен только смех, порхают в небе птицы и солнышко для всех. После церемонии открытия для почетных гостей проводят экскурсию по новым домам. В квартирах для новых жильцов есть просторные комнаты, кухня со всеми принадлежностями, большие залы с современной мебелью. Они наши братья, наши сестры. И перед лицом всей уммы пророка Мухаммада, конечно же, нам отрадно сегодня видеть вот это грандиозное событие, хорошее событие, потому что обрадованные сердца за жилье, все вот это, алхамдулилла, это радует, это мы гордимся, действительно мы гордимся, потому что это дорого стоит. Коттеджный городок для переселенцев из Палестины построили в Исаитомском районе. Он состоит из 5 многоквартирных зданий. Рядом есть школа, детский сад и все необходимые условия для комфортного проживания. Строительство началось еще в феврале этого года. Жители Газы не ожидали, что за такой короткий срок получится построить целый городок. С марта месяца они начали стройку. И вот я даже не верю, что действительно вот наконец, да, вот, хорошие дома, во-первых, красивые, вовнутрь они очень удобные, комфортно. И прям молодцы, что так вот за короткий такой срок все сделали. От и до прям. Это очень хорошо. Большую благодарность глава республики Рамзан Кадыров за такую шикарную квартиру. И вот, я вообще сам удивился, как они быстро очень построили ее за такое короткое время. Палестинцам в Чеченской Республике во всем оказывают помощь и поддержку. Это и трудоустройство, изучение языка, поступление в вузы и многое другое. Халимат Шахидова, Адам Арсунукаев, Аслан Висхаев. Неделя.
В честь 20-летия регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в поселке Маас открыли новую мечеть на 3000 человек. Рядом со святыней также построили медресе. Поздравить местных жителей с этим радостным событием прибыли советник главы региона муфти Чеченской Республики Салах Хажи Мишиев, мэр Грозного Хасмагомед Кадыров и богословы республики. مخده و پاچ رمضان حجی مصوت و ملدین دلشتون دا سعدیلتون و مخنان ایمان عجدال قابو سعدیلتون در شدیک نحسو باغلوش سالنا و مخکن و مثلا تباش بالبال سگتم های لازر پیتن بوختوش تبینک دایبش و پاچ رمضان عج عالش وش چون دیزول عالش بش و مخ عالش بش اوکراین مخ عقیقش بال و وجری عالش بش دال قابو سعدیل. Также новые медресе открылись в Исаитовском и Байсангуровском районах Грозного. Церемонии открытия посетили почетные гости и богословы. Присутствующие прочитали дуа, а после церемонии открытия совершили мавлид. ريجيونش كقويشن هادون ويلدو أشي أشرع دونا سحزداني يوي سبول أيدولي سبول هوغالي شو أشرع هو فوندو رمزانس دينك دو قلق دو غالي شو دون الحجرش هر ماجدك سديتي شيء هر غال قولنستي وسنا بيتنا 5 سنة لوش ساعدو حسم ده شو حسم شياش حسم شو لا تحبيرت كيويلا. В России расширят эксперимент по внедрению исламского банкинга, а в Саудовской Аравии нашли древние надписи V века нашей эры. Эти и другие новости из мира мусульман в нашей рубрике «Умма». 42-летняя жительница Техаса Элизабет Вольф обвиняется в попытке убийства и нанесения телесных повреждений 3-летней палестинской девочки. Вольф пыталась утопить девочку в бассейне и напала на ее старшего брата после ссоры с их матерью. Совет по американо-исламским отношениям призвал расследовать инцидент как преступление на почве межнациональной ненависти. Оба ребенка получили медицинскую помощь. После задержания Вольф была освобождена под залог. В Саудовской Аравии в деревне Алкан найдена надпись V века нашей эры. Она содержит 2 строки самудским и 1 строку ранним арабским письмом, что подтверждает использование самудского письма в этот период. Это открытие важно для изучения древних арабских письменностей и эволюции арабской буквы, считают историки. В России планируют продлить и расширить эксперимент по внедрению исламского банкинга, начатый в Дагестане, Чечне, Башкортостане и в Татарстане. Заместитель министра финансов Иван Чебесков подтвердил, что готовится к законодательному введению этой модели финансирования на всей территории страны. Он также отметил растущий интерес к системе, указав, что в реестре Банка России уже 23 компании, предлагающие исламские финансовые продукты. Ожидается, что до конца текущего года их количество увеличится. В Великобритании идет массовая распродажа церквей из-за экономических проблем и снижения числа верующих. Шотландская церковь уже выставила на продажу 100 храмов в ответ на значительное сокращение прихожан и священников. С 2001 года церковь потеряла 1 миллион последователей, что отразилось на их финансовом положении. Продаваемые здания планируют использовать под различные цели, включая жилые помещения и мечети для мусульман, чей интерес к приобретению растет. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями на нашем телеграм-канале. В Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики провели совещание, посвященное подготовке к предстоящему фестивалю «Биноевская весна». Он состоится 3 июля в селе Биной Нажаюртовского района. На совещании присутствовали глава ведомства Исат Умхаджиев, министр по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, министр здравоохранения Адам Алханов, глава Нажаюртовского муниципального района Асланбек Мусуруев и представители ведомств. Они обсудили уровень готовности к фестивалю. 3 июля. Хазадош, зрелищные, духовные, спортивные, культурные, массу направлений мероприятий, яхты, хаз юга приезжаешь, хаз лоузер дош, хаз шварт да уаден ризадош, да луга волу мех да иштва мех на цар да диеш бол долма бабиеш бол киечем бинебу, вы дам само дакчан да луг. В
В Грозном прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Защита семьи и традиционных семейных ценностей как важнейший фактор обеспечения национальной безопасности России». В ней приняли участие представители органов власти Российской Федерации и Чеченской Республики, ученые, общественные деятели, представители духовенства из разных регионов страны. Организатором мероприятия выступил Российский исламский университет имени Кунта Хаджи при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Заявленная тема актуальна тем, что традиционная семья, его ценности для коренных народов России испокон веков является основой нашего общества, мерилом и индикатором его развития. Однако последние десятилетия на фоне происходящих глобальных процессов эта проблема затронула традиционно присущие российскому обществу естественные процессы социокультурного развития, особенно семейные отношения и духовно-нравственное воспитание молодежи. Всем нам, живущим на этой земле, предписана миссия создания семьи, рождения и воспитания достойных потомков. Семья не является неким изобретением людей. Это божественный замысел и союз между мужчиной и женщиной, имеющий высокий статус перед Всевышним Аллахом. Участники конференции выступили с докладами на актуальные темы защиты и сохранения семейных традиционных ценностей российского народа как приоритета государственной политики. Палестинские студенты, эвакуированные из сектора Газа, сдают государственные аттестационные экзамены в Грозном. По просьбе посольства Палестины в Российской Федерации к Министерству образования и науки Чеченской Республики 40 учащихся, прибывших из разных регионов России, сейчас проходят испытания в ЧГУ имени Ахмата Хаджи Кадырова. И сегодня первый день экзамен, и процесс идет лучше, чем мы ожидали. И, конечно, почему мы выбрали Грозном? Почему? Потому что, вы знаете, у нас сейчас после войны в Газе, Чечне, оказались нам первые люди, которые оказались помощь, гуманитарную помощь, политическую помощь, и приняли беженцев здесь и обеспечивали их жилье, образование, работа, все первые необходимости. И это никто не сделал. Это можно сказать действительно. И мы, конечно, благодарим глава Чеченской Республики Рамазан Кадыров за оказание этой помощи, без неопределенной возможности нам представили. Экзамены будут проходить в течение 2 недель. В это время студентам будет предоставлено жилье и все необходимое. После успешного прохождения они смогут продолжить обучение уже в вузах. Сегодня сдали экзамен по исламской пиар. Экзамен я из Чечни, здесь я живу в Чечне. Экзамен был, в общем, средний, он учитывал положение. В общем, можно сказать, что все было прекрасно, зал и организация, все было прекрасно. Наблюдатели были немножко строго, но а так все прошли нормально. В среднем все, можно сказать, все хорошо. У меня на этом все. Увидимся ровно через неделю и до встречи.